Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», в студии Ирина Ефимова. Недавно общественность Якутии всколыхнула видео жестокого обращения мужчины с престарелой матерью. Ситуацию зафиксировали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хотя можно отметить, что позднее мужчина, которому 60 лет, раскаялся и объяснил свое поведение нервным срывом. Мы решили обсудить сегодня именно эту тему «Старшее поколение». Здоровье, активное долголетие, уход. Какие есть частные практики, какие меры господдержки. Обсудим с гостями студии. Надо сказать, что в адрес правозащитного института поступает достаточное количество обращений. Также мы реагируем на резонансы, которые очень глубоко волнуют наше гражданское общество. Поэтому, как правило, мы совместно тесно работаем с Министерством труда и социального развития Якутии. И незамедлительно, когда бывают проверки, это и касается государственных учреждений, это и касается социальных пансионатов, комплексно мы подходим. То есть это, как правило, работники социальной защиты. Есть широкая разветвленная система срочной социальной службы. И, кстати, в частности, она в Якутске работает достаточно быстро. Вот тот случай, который вы упомянули, сразу приехали с отделения срочной помощи комплексного центра оказания помощи населению города Якутска и сразу же констатировали, что все-таки важно в данном моменте знать, как правильно ухаживать за пожилыми родителями, ну и в целом за пожилыми. Потому что здесь есть определенная особенность здоровья в силу уже возраста, и правильное сбалансирование питания, и определенное даже проведение оздоровительных процедур вплоть до массажа. То есть этими всеми навыками должны владеть родные. Это, кстати говоря, я так понимаю, что происходит обучение на базе отделения комплексного центра, который оказывает, кстати говоря, это обучение. Пользуясь случаем, можно как раз обратиться к телезрителям, чтобы вот, кто действительно с большой любовью и с огромным таким чутким сердцем относится к своим родителям, близким, родным, особенно пожилым, те могут вот такое обучение пройти. Я думаю, что здесь Елена Александровна дополнит. Здесь добрый день. Действительно, буквально вот с прошлого года мы начали открывать школы поддержки родственного ухода. Они в первую очередь, понятно, появились в городе Якутске. Сейчас мы проводим работу и по районам республики. Они должны появиться везде. Буквально вот за трехлетний период школы родственного ухода с пунктами проката технических средств реабилитации должны появиться везде. И вот как раз, как Сардана Михайловна сказала, они направлены на то, чтобы помочь родственникам именно, во-первых, в получении знаний, как правильно ухаживать. Да? Это и средства гигиены, да? Это и, соответственно, питание, как правильно организовать питание для старших родственников. И на сегодня такую помощь, если мы говорим про город Якутск, проводит Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения. Можно обратиться непосредственно на Федора Попова, там у нас располагается отделение срочной помощи, ну и, безусловно, в управление социальной защиты. Нужно будет обратиться, о том, что необходимо пройти такое обучение. Оно у нас проходит в каких форматах? Это формат групповых занятий, а также есть формат индивидуальных занятий, когда непосредственно специалист уже приезжает на дом, и достаточно сложные случаи бывают, и показывает непосредственно и обучает необходимым навыкам. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, и коллеги всегда будут рады помочь. Ну вот мне хотелось бы понять, да, вот этот случай, это действительно такое что-то из ряда вон, или бывают такие обращения системно, именно поэтому вы начали вот такое обучение? Ну, в любом случае мы должны развивать эту систему, потому что не сколько исходя из случаев, да, а исходя из понимания того, что все-таки есть такие состояния, да, и вот особенно у нашего старшего поколения, когда требуется постоянный и посторонний уход. И поэтому для того, чтобы все-таки человек получал этот уход, раз не попадал в интернатные учреждения, когда ну, совсем нет возможности
возможности, да, ухода. Конечно, такие люди попадают уже непосредственно в стационарные организации, да, когда или родственников нет, или вот по каким-то объективным причинам не получается обеспечить такой уход в домашних условиях. Но все-таки мы намерены и проводим целенаправленную работу для того, чтобы все-таки была создана система, которая помогала бы родственникам ухаживать за своими пожилыми бабушками, дедушками и, соответственно, чтобы сам человек получал должный уход на дому уже. А вот та ситуация как разрешилась все-таки? Я слышала, что вернули в семью обратно эту... Да, Ирина, мы с учетом общественного резонанса, который вызвало видео, незамедлительно выехали со специалистами как раз Министерства труда и социального развития, пригласили и врачей, обратилась я сразу в Минздрав также. И надо сказать, что по приезду мы увидели вот это беспомощное состояние, и работали уже органы полиции, и путем уже разъяснения, убеждения родных удалось все-таки добиться их согласия на лечение. И с семьей, с родными я также выехала в РБ-2. Там было констатировано, к сожалению, персональные данные мы не оглашаем, диагноз, который должен был как вызвать, скажем так, оставление в этой больнице в одном из отделений. И уже оттуда гражданка, да, ее через несколько дней уже родные забрали. Кроме того, я выехала в отделение полиции номер 1. У меня был обстоятельный разговор и с участковым, который был в момент как раз обнаружения и вот ситуация, которая возникла. И также имела длительную беседу с начальником первого отделения. И мне сообщили, что действительно, как вы правильно сказали в начале эфира, идет проверка. Ну, потому как мы, наверное, здесь больше будем, наверное, затрагивать вопросы все-таки совести, милосердия и сострадания. А если на сегодня эти нравственные понятия как-то остаются без внимания, тогда, да, вот со стороны государства меры ответственности, они, безусловно, есть. Но, с другой стороны, мне кажется, те, люди, которые вынуждены ухаживать долгое время за за престарелыми родителями, родственниками, да, они устают. То есть, естественно, нервное истощение. Я не оправдываю там этого человека нисколько, да, но вместе с тем, мне кажется, что те люди, которые вот вынуждены изо дня в день, не имея никаких навыков, никаких там чего-то, они устают, естественно. То есть, Здесь надо говорить о том, что родные после нашего приезда как раз заинтересовались, что есть такое обучение. И поэтому, конечно, мы не можем сейчас выяснять с учетом того, что семейная жизнь – это сфера частной жизни. И, конечно, какие причины сподвигли к тому, что оказалось вот такое жестокое обращение. Но в любом случае тоже мы внимательно ознакомились с мнениями наших горожан и вообще, кто является подписчиками разных каналов и в телеграм-каналах и социальных сетей. Все-таки люди в большей степени говорят, что никакие причины не должны оправдывать такое жестокое обращение матери. Матери, которая вскормила детей, которая поставила на ноги. Она работала ранее библиотекарем, и поэтому, конечно, она очень человек тоже уважаемый в том числе. Вот есть такой термин, как росписная помощь. Это вот паллиативная передышка, да, для как раз людей, которые вынуждены ухаживать. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, в принципе, мы понимаем, что действительно очень много моральных сил требуется от родственников, от ухаживающих и от сиделок, всему персоналу, который следит за такими маломобильными, тяжелобольными пациентами. А так как наше население стареет все больше и больше, и далее будет возрастать эта потребность в таком уходе. И поэтому нужно образовывать, создавать эти институты. Есть этот институт по обучению родственников не только в системе Министерства труда, и в Министерстве здравоохранения мы тоже создаем такие же школы с участием некоммерческих организаций. У нас, например, есть учебный класс при нашей республиканской клинической больнице, где мы также обучаем родственников. Причем мы же первые сталкиваемся с такими проблемами, потому что инсульты, инфаркты, переломы бедра. Вроде бы, как даже достаточно активные пожилые люди, но резко они получают травмы или заболевания и
находится уже в беспомощном состоянии. И это большой шок не только для самого пожилого человека, но и очень большой стресс для семьи, для родственников, для ухаживающих. Поэтому здесь мы сейчас в системе здравоохранения открываем такие проекты, как открытая реанимация. Например, в нашем гериатрическом центре лечится очень тяжелая категория пожилых именно пациентов, которые после инсульта, после инфарктов не могут двигаться, которые не узнают своих родственников, которые требуют круглосуточного ухода, у которых есть стомы, трахеостомы и так дальше. И родственники вначале, видя свою достаточно активную маму или папу, после инсульта выписываются домой, и они в шоке, потому что они, во-первых, не знают, что в таком виде никогда не видели своего родственника. Второе, они не знают, что с ними делать. И поэтому такие проекты, как, например, открытая реанимация, когда они заходят уже в реанимацию и обучаются там, во-первых, видят вначале. Затем потихоньку начинают обучать. Мы их обучаем, как ухаживать за трахеостомами, как ухаживать так, чтобы не было пролежней. А сейчас, вот буквально сегодня мы встречались с психологами, опять же, это за счет только грантов, когда психологи помогают родственникам, опять же, обретать психологическую поддержку. И далее уже после... Я хочу до перерыва еще немножко услышать про активное долголетие, потому что это, наверное, важнее всего, да, чтобы сохраняли как-то... Я знаю, что еще хочу. Я вот перед этой передачей специально посмотрела статистику. Статистика российская. И она показывает, что каждый 6-й человек в возрасте 60+ в своей жизни испытывает жестокое обращение со стороны родственников. Каждый 6-й? Каждый 6-й. То есть это довольно большое количество, да? Но это статистика российская. Вот Сардана Михайловна сказала, что есть такие обращения. Честно говоря, я никогда не слышала, и к нам, например, по проекту «Старшее поколение» никогда не было таких обращений. Я думаю, что менталитет жителей нашей республики, он все-таки другой. И в менталитете нашего народа это забота, уважение к старшим. Поэтому для нашей республики, мне кажется, все-таки это скорее исключение из правил, чем такая, скажем, норма статистическая. Давайте подробнее об этом поговорим после перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать тему старшего поколения. И вот перед тем, как уйти на перерыв, вы как раз говорили о том, что была проблема, была традиция многопоколенческих семей, да, и во многом это снимало... Вот, пожалуйста, озвучьте. Ну да, время очень такое быстрых перемен. Мы живем в такое время. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, мы теряем традиции. Да, действительно, я сама выросла в многопоколенной семье, когда заботились о разных поколениях, бабушки, о внуках, внуки о бабушках. Сейчас, к сожалению, уже эта традиция уходит из нашей жизни. Нам это надо понимать, принимать и разрабатывать какие-то меры для того, чтобы наши уязвимые так называемые группы населения, а это в первую очередь мы сейчас говорим о старшем поколении, они все-таки получали необходимую помощь. Я все-таки продолжу про респисную поддержку. Почему? Потому что не всегда родственники могут ухаживать за своими, не имеют такой возможности. Нужно воспитывать детей, карьерные. Работать надо. Да, карьерные какие-то интересы. И поэтому, конечно, должна быть инфраструктура у нас создана в Якутске. Она уже создается для того, чтобы дать возможность отдохнуть родственникам от ухода. Морально, психологически. Для этого... Например, есть отделение сестринского ухода, в частности у нас в городе Якутске, где могут родственники определить с определенными, естественно, показаниями, подчеркну, потому что мы не всех можем взять, и на 21 день, по крайней мере, определить в отделение сестринского ухода и уже 21 день заниматься своими нуждами, которые необходимы. Можно разные придумать другие формы, например, есть детсад, вы, возможно, слышали, когда отдают их на целый день и обратно забирают дедушек, бабушек. Там определенные категории можно создавать в этих детских садах для относительно активных бабушек, для тех, которых требуют небольшого ухода, и для тех, которые действительно требуют постоянного надзора. Если эти 3 категории мы продумаем для них эти программы респисной поддержки родственников, когда они могли на какое-то время, на месяц,
например, отдохнуть от них. Или, например, некоторые не готовы хотя бы на день в течение недели. Это было бы, мне кажется, замечательно как для старшего поколения, так и для всех нас. Но смотрите, если мы, вот действительно мир меняется, если мы уходим вот от традиции семьи, где много поколений живут в одном доме, да, то значит мы движемся вроде бы как по европейской модели, где много вот частных пансионатов, где действительно престарелые родители там где-то отдельно живут. Ты просто за это платишь, да, за эту структуру, и сам за ними не ухаживаешь. Ну, при этом там как бы, созданы все условия. Вот у нас насколько? Я бы, наверное, не сказала, что мы идем по европейской модели, и нет такой мотивации увеличивать число наших старших, да, для того, чтобы они проживали уже в стационаре. И неважно, это государственный сектор или не государственный. Да, мы как одно из направлений для себя имеем уже много лет, это, значит, развитие негосударственного сектора. Да, у нас есть частные пансионаты, 8 пансионатов сейчас оказывают помощь в стационарных условиях по направлению государства. Это индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Но это, еще раз хочу подчеркнуть, все-таки создается для того, чтобы обеспечить потребность в постоянном постороннем уходе именно квалифицированным составом специалистов, когда есть такая необходимость. Да? То есть когда нет других вариантов оставить человека все-таки в домашних условиях и максимально его сохранить в семье. То есть в любом случае в домашних условиях лучше, чем безусловно. И поэтому даже в самом хорошем пансионате. Безусловно. Мы, конечно, стремимся, чтобы условия в наших стационарных организациях, еще раз повторюсь, независимо государственного или негосударственного сектора, они были везде комфортные. Потому вот в рамках старшего поколения, то, что вот Евдокия Ивановна сказала, у нас действительно большая программа работает, региональная программа «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография», одним из направлений которого является как раз создание комфортных, безопасных условий для проживания и получения услуг в стационарной форме. И вот каждый год уже в республике вводится, да, новый совершенно объект, и в этом году в Намцах будет построен замечательный объект, на самом деле очень комфортный, со всеми необходимыми блоками социально-медицинских услуг и так дальше. Да? Но концептуально мы все-таки ставим для себя первично. Это все-таки поддержка родственного ухода, поддержка стационара замещающих технологий. То, что сейчас Ольга Викторовна говорила. У нас в системе есть такие услуги, как социальное обслуживание на дому. То есть, когда социальный работник приходит, да, есть, конечно, определенный регламент. Для социального работника это 2 раза установлено законодательство. Они у нас ходят, конечно, чаще, 2 раза в неделю, я имею в виду, да, значит, кроме стационарного обслуживания. И вот сегодня развиваются направления, как раз направленные на поддержку дневного пребывания. В частности, если про город Якутск, здесь мы очень тесно работаем с медицинской клиникой «Аврора», в структуре которого создан уже 3-й год Центр активного долголетия. И начинали буквально там с 200 человек, сейчас уже в этом году 600 человек будут направлены, и это не только Якутск, но и близлежащие районы уже подключаются, получают, так скажем, дневные услуги, а это и социально-психологические, социально-бытовые, различные социокультурные, да, направления в рамках одного центра. Но, конечно, мы сегодня стремимся расширить, да, чтобы такими центрами дневного пребывания все-таки максимально охватить нуждающихся в этом пожилых людей и таким образом поддержать активное долголетие. Вот то, что сказали сейчас школы 3-го возраста, да, это вот для более таких активных. Да. Я вот хочу сказать, что мы пока сейчас все говорим более про категорию старшего поколения, кому требуется помощь, забота, уход, кто не может, скажем, один, а у нас ведь это 60+. То есть у нас это категория населения очень активные, очень бодрые, и пусть у них есть какие-то болячки, но они не мешают им вести совершенно нормальную, активную и в том числе общественную жизнь. Вот я, например, посмотрела в школе 3-го возраста, у нас только вот за 2022 год более 5000
наших бабушек, дедушек, ну, их там называют девушки, девочки даже, да, потому что на бабушки, дедушки они как-то обижаются. Они приняли участие непосредственно вот в занятиях, в кружках, секциях, клубах, а более 20 тысяч при помощи дистанционных технологий. Ведь чему нас научила пандемия, и, наверное, это вот тот плюс, который останется с нами, это использование дистанционных форм работы. Более 20 тысяч. И вы знаете, у нас эти девушки, скажем, умудренные уже жизненным опытом, они с удовольствием поют, они играют на хомусе, они танцуют. Вот, например, когда мы проводили акцию «Вальс Победы» 9 мая на площади Победы, Елена Александровна, помните эту пару? Им было по 87 лет. И они прекрасно чувствуют себя бодрее, они забывают в этот момент про все свои болячки. Они с удовольствием занимаются бисероплетением. Вот для ребят, участников СВО, они делали своими руками обереги, отправляли нашим ребятам на Донбасс. И я уверена, что эти обереги действительно помогали им, как вот какая-то весточка с родины. Поэтому наше старшее поколение – это действительно очень активные люди. Вы знаете, я была на одном мероприятии, когда проводили соревнования, не просто это была скандинавская ходьба, а соревнования по технике скандинавской ходьбы. Это тысячи наших вот горожан, и в основном старшего возраста. И они бодры, веселы. Когда я Матвей Иванович Лыткин говорит «вперед», и они тоже идут вперед за здоровьем. И причем, я думаю, что говоря про активное долголетие, мы должны говорить про здоровое долголетие, чтобы это действительно была старость в радость. Ну, вот, наверное, вот в этом наша задача. Я расскажу, чтобы обеспечить вот такое активное, как вы говорите, долголетие, потому что все равно 60 плюс у всех есть какие-то болячки, заболевания. Конечно. Поэтому здесь вот как ни у кого, ни у какой категории очень важны эти принципы профилактики, раннего выявления, мониторинга своих заболеваний. Если что-то выявляется, то надо вовремя лечить, госпитализироваться. Если Центр активного долголетия, вы говорите про вышивки, то я говорю с другой точки зрения, с гериатрической процент активного долголетия, это кабинеты памяти, где мы выявляем на ранних стадиях или хотя бы на средних стадиях умеренные нарушения памяти когнитивной, то можно приходить и позаниматься. Мы говорим о том, что есть так называемые дистанционные мониторинги давления, например, да, у нас в больнице. То же самое. Пожалуйста, на диспансеризацию вы думаете, пожилых так просто пригласите, чтобы они пришли? Конечно, я думаю, что вот эта задача, наверное, их привести на эту диспансеризацию, чтобы вовремя выявили вот эти болячки. Вот в Москве работает замечательная программа «Московское долголетие». Я думаю, что все регионы, наверное, Елена Александровна, мы равняемся на них, да? Конечно, у нас уже есть элементы этой программы, и мы их активно внедряем в нашу жизнь, но, наверное, вот в идеале вот эта программа «Активное долголетие», она должна быть такой. Смотрю, вам есть что добавить. Должны быть штатные единицы. Очень активные пожилые люди, да, которые сами все умеют, делают, хотят общения больше, что-то, да, где-то какие-то мероприятия провести. Но есть еще маломобильные, также есть и дементные, да. Вот у нас сейчас в городе частных пансионатов 12, да, из них 8 состоят в реестре Министерства труда, и очень активно, хорошо работаем с Министерством труда, да, с государством. Также мы оказываем, так скажем, помощь, либо вот разгружаем детей, да, которые вот хотят в отпуск уехать, сами нуждаются в лечебной помощи, да. Также во время ремонтных работ, либо на отдых, вот в эти дни, то есть начиная от недели до месяца, 2-3 месяцев, к нам приводят своих родителей, не только там таких вот активных, да, активных тоже приводят, есть такие. Также есть и маломобильные, лежачие, также есть и дементные, все категории, и всем очень нравится, как бы быстро оказываем помощь, да, быстро принимаем. Также и они могут и быстро как бы забрать к себе домой, да. Также могут и приводить, уводить на дневное, на стационарное постоянное, либо временное пребывание. Вот очень нуждается сейчас
А частные пансионаты, которые стоят в реестре, они что-то, ну, получают от государства какую-то Конечно, компенсацию, да? Да, По да. стандартам министерства мы работаем, Почему и я- тарифам, и стандартам министерства работаем. Как раз почему Так я же, и как и подчеркнула, что государственный. также негосударственный сектор, он работает так же, как и государственный, по единым правилам. Есть единый стандарт предоставления социального обслуживания и есть единая тарификация. Поэтому коллеги получают значит, индивидуальные программы предоставления социальных услуг и по ним работают в отношении индивидуально конкретного человека и получают соответствующую компенсацию. Ну, вот хотелось бы, да, давайте послушаем, как все-таки в государственном интернате, да. Хочу добавить своих коллег, да, есть понятие, ну, термин эйджизм, да, это неприятие человека Дискриминация по возрасту. пожилого возраста. Ага. Вот в данном начале передачи было этот сюжет, не сюжет, а вот предисловие, да, что непринятие вот старшего поколения. И, ну, это, наверное, веление времени. Мы в советское время этого не знали. Но сейчас, наверное, профилактика вот эйдизма надо на государственном уровне, наверное, поставить вопрос и обучить в школьных программах и в вузовских программах надо внести вот эти занятия, лекции, наверное. Да? Продолжим это обсуждение после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать старшее поколение. И вот сейчас с нами на связи по скайпу приемная семья. Это действительно новый формат приемной семьи. Как это устроено? Расскажите, пожалуйста, Екатерина Никифоровна, как вы решили стать приемной семьей? И пускай Раиса Айзагулинова тоже расскажет, как ей у вас живется. Добрый день. Меня зовут Екатерина Никифоровна Васильева. Мы живем в Марке. Я Раису Айзатульевну воспитываю с 2011 года, но с 2016 года официально по документу как приемная семья мы стали. Живем нормально. Бабушка очень бодрая. До сих пор много читает, кроссворды. Угадывает, песенки разные поет, и стишки читает, переводы делает. Она по-французски, по-английски хорошо перевод делает. Когда она была молодая, она репетитором работала у моей сестры, племянницы. Вот тогда мы познакомились. Ага, потом моя сестра уехала, и вот до сих пор Раиса Айзатульевна у меня. Ага. Живем хорошо, да, в мире, в согласии. Жалоб нет. Веселая, да. Всех нас учит постоянно. Ага. Сейчас она старенькая, 93 года, полный возраст. В ноябре будет 94. Но сейчас мало двигается, но очень бодрая. В больницу 1 раз в год ложимся. Ага. Сейчас пока анализы хорошие. Диету очень соблюдает, поэтому у нее здоровая, хорошая. Ага. Питается нормально. Ага. Раиса Айзатульевна, как вам живется в семье? Бабушка тебе спрашивает. Меня? О чем? Как живется вам? Нормально. Хорошо все? Нормально живу. Ни на что не жалуюсь. Никто меня не обижает. Все хорошо. Ага. Ну, это самое Прекрасная главное. маркиза. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Я без претензий. Без претензий. Всё. Спасибо. Ну что, возвращаемся в Ирина, студию. это как раз позитивные практики, что мы увидели. Потому как все-таки первично, вот как сказано в Семейном кодексе, дети обязаны заботиться о родителях. Это даже в законе прописано.
Поэтому Евдокия Ивановна привела замечательные позитивные практики. И то, что вот сейчас семью приемную увидели, дай Бог, как говорится, здоровья и долгих лет жизни нашей пожилой гражданки. И в обсуждении еще касаются отдельные вопросы, допустим, когда уже за 90 лет, да, допустим, активная старость, да. Потом уже, когда человек невозможно, не может за собой ухаживать, чтобы не было злоупотреблений, чтобы государство, мы уже были заранее готовы обучить и так распространить информацию, Елена Александровна, чтобы знали, Ольга Викторовна, о тех возможностях, которые есть и по линии социальной защиты, и по линии здравоохранения, и чтобы уже знающие дети могли бы уже, что называется, не приходить к единственному решению, устав единожды сдать вот в таком негативном ключе родителя дом престарелых. Я считаю, что это страшное явление вообще-то. Ну вот приемная семья, вот то, что мы сейчас видели, они за это получают зарплату какую-то, компенсацию, вот эти приемные. Институт у нас работает, вот уже в этом году будет 10 лет. Закон тогда мы с вами принимали в 2013 году. Действительно, это достаточно новый механизм, и не в каждом субъекте он есть, только достаточно ограниченное число субъектов его приняли, ну, в таком формате. И приемная семья, она в большей степени направлена на поддержку именно одиноко проживающих и вот таких вот достаточно пожилых людей, которым необходима посторонняя помощь, но в условиях семьи это было бы более правильно делать. Поэтому на сегодня у нас порядка 240 семей уже в республике есть. С 2021 года также изменили закон, ввели возможность не только пожилых людей, но и людей с инвалидностью, тоже одиноко проживающих. Теперь можно тем, кто требует в действительности постороннего постоянного ухода, тоже можно организовать такую приемную семью. Да, есть вознаграждение, 23 с лишним тысячи ежемесячно такое вознаграждение предоставляется приемной семье, да, или в частности вот родителю и внуку. Приемной семье. Там есть определенные, конечно, требования по наличию отдельного помещения для пожилого человека. Ну, площадь, чтобы, да, площадь, чтобы была, чтобы условия были созданы. Ну, то есть это, по сути, как опекунство, да, только не над ребенком, а над пожилым человеком. Да. А вот если... это очень хорошая форма, да, и, наверное, будущее, вот, скажем, за этой формой, ведь очень важно, чтобы любой человек вот старшего возраста не чувствовал себя одиноким. Вот это очень важно, чтобы он не оставался один. У нас в городе сейчас проживает 338 человек старше 90 лет. Из них 7 человек старше 100 лет. Кто-то живет в семье, кто-то живет в домах-интернатах, да. И, конечно, вот в этом возрасте, дожить до этого возраста, но фактически это 1% жителей города Якутска. То есть можно считать, что Якутск – это город долгожителей. И мы должны к этому стремиться. И поэтому вот, ну, как сказать, сделать так, чтобы каждый вот старший человек старшего возраста имел заботу, имел какую-то поддержку, имел общение, не был одинок. Я думаю, что вот эта задача и государства, и некоммерческих общественных организаций. И сегодня, наверное, привлекать некоммерческий сектор очень важно, потому что вот здесь огромная сила, которые могут помочь государству, наверное, вот в заботе о стариках. Евдокия Ивановна, можно я замечу как раз в том вашем выступлении? Там есть важная составляющая, как забота об одиноко проживающем. Вот это у нас проблема в Якутске. Конечно, это важно, чтобы... Как соседи отреагируют, как... ну, у человека вообще никого нету, вообще никого нет. Вот. И вот у нас была баба Надя, которая оказалась... ну, практически она неделю лежала в квартире, никто ей вообще не оказал помощь. Пока мы не приехали, определили в Терех, потом уже по линии Минтруда устроили на Бекетова 6. Мы ее встречали, она радовалась. Поэтому это огромная проблема. Вот выявлять таких стариков, в проектах, надо, которые реализует наш аппарат уполномоченного по правам человека, мы как раз взяли такое направление, как забота о пожилых.
И в первую очередь, у кого есть родные, это хорошо, это мы говорим. Есть родные, которые вот определяют, допустим, некоторые дни уехали, забрали, это тоже действительно возможно и нужно. Но когда совершенно человек один, и он может стать объектом мошенников, вот это вот здесь как раз мы предложили Минтруда принять такие меры, которые бы были направлены на профилактику, как раз, чтобы таких людей не обижали. И был издан приказ Минтруда, появилось у нас сейчас понятие, может, не все телезрители это знают, как социальный участковый. То есть гражданин, который в трудной жизненной ситуации, над ним устанавливается патронат, и он ведет. Следят, да, чтобы... Вот. И мы как раз руководству республики предложили. Дело в том, что по федеральному законодательству у нас заявительный характер на получение социальных услуг. А если человек не заявился? А если он, может быть, даже не знает, состояние здоровья, чтобы положены такие услуги? Заявиться, поэтому мы активно работаем. Вот, то есть, чтобы в проактивном режиме, да, они получали ее аппаратом, улусными как раз управлениями, активно сами выходим люди. Вот это очень важный аспект. Надо еще немножко смотреть шире в плане, вот мы смотрим социальную часть, мы говорим очень много, что действительно нужно будет целый, наверное, пласт создавать по некоммерческим общественным организациям. Но это же в целом все общество, начиная от ЖКХ, наши подъезды, все ли приспособлены для наших пожилых, а транспорт. Практически невозможно нашим пожилым ездить на этом транспорте. То есть это проблема всего общества. Начиная от образования, МинЖКХ, ну, естественно, конечно, да, нужно менять вообще все. Да. И это должна быть еще раз инфраструктура. Вот создаются в Европе везде. Города называются для всех возрастов. Там, если транспорт, то он обязательно с такой подножкой, где можно заехать, где можно просто подняться. Это и маломобильных касается, не скамейки только пожилых. Такие, которые учитывают особенности пожилых. А вот мне еще интересно, вот в интернате, там в основном одинокие старики или там старики, у которых есть родители? Да, ну, большинство одинокие, но имеются люди, которые имеют родственников. Например, с района привезли относительно молодого человека, 60 лет, после инсульта. Сестра его отправила, но этот брат его тоже инвалид инсультный, лежит дома. Он все время просит телефон, чтобы позвонили сестре, племяннику, чтобы его забрали. Вот это относительно для него стресс. Один старик тоже не имеет родственников, но все время хочет на родину, в район. Вот таких людей есть такие, и, наверное, я думаю, что в районах должны создаваться вот... Может быть, какая-то приемная семья в этом районе захочет их взять. Я хотела дополнить, да, что мы сейчас обсуждаем с коллегами вопрос создания, может быть, это будет банк данных потенциальных приемных семей. И сейчас, наверное, пользуясь случаем, я призываю, если у кого-то возникнет такое желание сейчас или в будущем, можно обратиться в управление социальной защиты с тем, чтобы мы уже могли пообщаться, и нам нужен в действительности, наверное, такой банк, чтобы, когда есть такая вот необходимость, человек хочет себе на родину, он одинокий, да, вот ему требуется уход, но не везде могут быть созданы, построены объекты. Ну, интернат один государственный, да. А если, может быть, есть какая-то семья там из этого же района, да, которая... Тем более такая политика сейчас идет, что пожилой должен получить все, что ему необходимо по потребностям, по месту его проживания. Хочет он жить на родине, значит, он должен быть там обеспечен на родине. Хочет он жить с родственниками, значит, надо продумать такие формы. Ну что ж, у нас время программы подошло уже к концу. Я понимаю, что тема важная, действительно, и, может быть, не мы только затронули, может, предстоит ее еще обсуждать и обсуждать. Спасибо, что провели это время с нами. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нашу программу на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.